Всем доброго дня! Наша команда «Погружение на 100» приехала в Ключище, чтобы рассказать вам об одном из крупнейших заводов по производству кирпича. Это Ключищенская керамика. Погружаемся на 100%. Поехали! Ключищенская керамика – это современный кирпичный завод с оборудованием испанской фирмы Solincer. Благодаря высокой автоматизации и механизации технологических процессов завод выпускает более 60 миллионов штук кирпича в год. Это производство полного цикла. И первым делом мы отправляемся туда, откуда все начинается. Сопровождать мое погружение будет Ильдар Акчурин, это главный технолог этого завода. Ильдар, мы находимся в глинозапаснике. Объясните нашим зрителям, что здесь происходит. Глинозапасник, он необходим для определенного буфера и для дальнейшей переработки. Так как на улице сегодня дождь, у нас глина поступает в цех сухая и подготовленная. То есть только для этого. Ага, там перерабатывается. Отсюда глина подается в переработку, измельчается, подается в шахтозапасник и после шахтозапасника подается на участок зоны формовки. Вот так выглядят экструдеры. Здесь большие комки глины измельчаются сначала до 10, а затем до 2 мм. После чего по технологии этой глине нужно немного отлежаться. Для этого в производственной цепочке есть шахта-запасник ямного типа. Здесь всегда в запасе 15 тысяч тонн глины для производства кирпича. После глинопереработки следующим важным участком является участок формовки. Здесь мы уже задаем форму нашим будущим изделиям. Участок формовки, он выдавливает экструдер бесконечный брус, он еще имеет пластическую форму, то есть он может мяться, и ему можно помять, ему можно придать любую форму, как пластилин, да. То есть в нем содержится около 22% влаги, и, соответственно, поэтому он имеет такую пластичность. Далее у нас идет этап рустикации. Здесь наносится определенная фактура, которую запрашивает клиент, и согласно его потребностям мы делаем так называемые накатки, которые придают зданию дополнительную архитектурную, красивую устойчивость, так скажем, цветовую и фактурную. Эта большая колбаса из глины превращается в кирпичи благодаря многострунному резчику. Он нарезает 12 кирпичей в минуту, и этот этап по-настоящему завораживает. Пусть визуально кирпичи выглядят практически готовыми, им предстоит пройти еще сложные технологически, к тому же многодневные процессы сушки и обжига. Процесс сушки длится около 3,5 дней, то есть мы должны высушить глину с 20% влажности до 2%. После этого мы вот сейчас находимся на этапе перекладки кирпича, это зона статки. Здесь происходит перекладка кирпича с сушильной телеги на обжиговую вагонетку. И далее самый важный ответственный этап – это участок обжига. Наша печь имеет длину 170 метров, и весь процесс обжига происходит также 3,5 дня. И в конце мы получаем готовый продукт хорошего качества. То есть, чтобы получился качественный кирпич, нужно его сначала 3,5 дня просушить, а потом еще 3,5 дня обжигать. Да, вот совершенно верно. Да, и около, сколько там, 7-10 дней уходит, да, на производство? Весь производственный цикл длится от 7 до 8 дней. Без экшена в нашем погружении никак, и так как здесь все работает автоматически, мы решили с Рушиней Гумеровой проверить этот кирпич на прочность. Он только что на наших глазах был произведен, и сейчас мы посмотрим, насколько это крепкий такой вот строительный материал. Так. Между ними должна быть прослойка. Да, как бы цементная прослойка. Как бы. Так, все. Все готово, да? Тихонечко. Это, получается, мы сейчас измеряем, какое давление, да? Давление, да, на площадь кирпича, да. Да, вот мы видим, сейчас провели эксперимент, сжатие кирпича провели, и видим, что он соответствует своей марке 155, что соответствует стандартному. То есть он может выдерживать, да? Вот один кирпичик может выдерживать 150 килограмм. Да. Ну что, теперь получается, что мы можем гарантировать нашим зрителям, что этот кирпич крепкий,
Да? И что здесь все проверяется, все под чутким контролем. Кроме того, на предприятии есть собственная лаборатория, которая проводит испытания на морозостойкость, прочность и влагопоглощение, согласно ГОСТам. На сегодняшний день для того, чтобы выпустить какой-то новый продукт, мы используем лабораторию в качестве подбора шихт, составов и так далее. У нас имеется в лаборатории мини-заводик, который нам позволяет без, так скажем, существенных вложений испытать и попробовать различные другие сорта глин, другие пигменты, посыпки и так далее. У нас очень молодой современный коллектив, все процессы у нас автоматизированы, наше предприятие готово, так скажем, рассмотреть любые варианты принятия людей, то есть такие как киповцы, инженеры КИПа, программисты, нам очень нужны такие молодые, активные люди. С нашей стороны мы готовы обеспечить для них высокую заработную плату, стабильный доход. Мы можем также предоставить возможность купить земельный участок, помочь построить дом для того, чтобы привлечь хороших, молодых специалистов на наше предприятие. А это участок упаковки, финальный участок производства. Значит, пришло время нам прощаться, дорогие друзья. Если вы хотите приобрести кирпич, контакты этого производства я оставляю здесь. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.